К модному иностранному слову «краундфандинг» легко подобрать простой и понятный синоним – взаимовыручка. Или поддержка, причем, как правило, безвозмездная. Один из ярких примеров таких вложений – альбом «Спирит» группы Би-2. Весной 2012 года команда собрала 1 250 000 рублей на его выпуск. Самый же крупный проект – фильм «28 панфиловцев» – 20 миллионов рублей. Одним из первых проектов Коми, на который собирали деньги всем миром, условно стал фильм «Солнечный день. Продолжение». Условно, потому что сама режиссер из Москвы, а действия и съемки проходили у нас, на Удере, в деревне Политово. Облака? Ну, они такие красивые, такие интересные. Они разные фигурки показывают. Это было тогда, а сейчас уже нет. Я редко, когда на них сейчас смотрю. У краудфандинга есть строгие правила. Определить цель, необходимую сумму, просчитать расходы, плюс информация по ходу сбора должна быть открыта для всех, как и сам конечный продукт. Сегодня на сайте Зарнишайт, кстати, это, как заявляют организаторы, первая региональная краудфандинговая площадка, представлено 14 проектов. Каждый ждет своих инвесторов. Больше всех на счету 14 200 рублей сейчас у инициативы по созданию театра-студии «Волшебник». Усинский центр дополнительного образования собирает деньги на организацию культурного досуга для детей с особенностями развития. Разместить идею на сайте ничего не стоит. Кроме того, платформа не имеет, в отличие от федеральных аналогов, порога для вывода средств. А значит, даже если предприниматель не собрал заявленную сумму, он все равно сможет получить все, что удалось наскрести. Мы, как и вот другие, допустим, площадки краудфандинговые, у них проектов много, поэтому им невыгодно долго там держать проекты на платформе, да, но место как бы объем памяти небольшой, поэтому мы не ограничиваем, да, пока вы не соберете на свой проект. Ну, конечно, мы к авторам обращаемся, что надо все-таки работать с аудиторией. Здесь у нас, конечно, еще авторы проектов не готовы к тому, чтобы обращаться к населению. Вот с точки зрения «пожертвуйте на наш проект». От 8 000 до 2,5 миллионов суммы проектов отличаются существенно, ровно как и темы. Метеостанция в детском саду, стадион для будущих спортсменов, путешествие по сакральным местам Ношуля. Вложить свою копеечку можно в неограниченное количество инициатив. При этом дарители не просто вкладываются в социальный бизнес. Взамен каждый предприниматель готовит свой презент. Это может быть благодарственное письмо или, например, абонемент на разовые посещения. Таисия Жакова, Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.